Профессиональная дезинфекция, как на режимном объекте, а ведь это обычная точка общепита в уфимском Сипайлово. Печально прославилось это место тяжелым отравлением 16 человек. Двоим маленьким детям Гульшан Кабиловой шаурма с курицей едва не стоила жизни. Они были доставлены в реанимацию почти без сознания. 16-25, они 2-3 раза уже так бы вырвали и уже лежали в полубессознательном состоянии. Эта история взбудоражила уфимскую общественность, ведь подобные ларьки с фастфудом буквально на каждом перекрестке. При этом особое доверие многих клиентов вызывает знак «халяль» на вывеске. Она знает, что она испорчена. Я говорю, если испорчена, зачем ты продаешь? Нам сказали, говорит, начальство продать. Это халяль. Я говорю, зачем? Имя халяль, религию портит и так далее. У всех отравившихся диагностирован золотистый стафилококк. Также он выявлен и у продавца шаурмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Двери кафе опечатаны. Известно, что торговая точка, в которой отравились люди, принадлежала к сети под названием «Халяль Шаурма». Вот здесь на баннере целый список с адресами. Именно этот ларек расположен на улице Ленина. Мы видим, что сейчас он тоже не работает. Также здесь нет никакой юридической информации о владельце, что само по себе уже является нарушением. То, что мы обнаружили, заглянув за баннер, нас ужаснуло. Продукты здесь хранятся прямо на улице в условиях абсолютной антисанитарии. Полурастаявшее мясо с душком соседствует с мусором, грязной посудой и использованной туалетной бумагой. Без каких-либо маркировок, обозначений. Мясо сверху подтаявшее. Сколько оно здесь лежит, неизвестно. Холодильник не закрыт, закрыт какими-то коробками. Здесь же рядом, вот буквально, мусорное ведро. Мусор валяется просто так. И вот здесь же вот продукты питания, капуста. В кастрюле лежит грязная одежда и бинты непонятного происхождения. В ларьке отсутствует водопровод, канализация, санузла нет в принципе. Остается лишь догадываться, как сотрудники соблюдают личную гигиену в процессе приготовления еды. Там грязь ужасная. Оттуда идет такой специфический запах, как будто там 100 лет канализация не чистилась. Подобные случаи дискредитируют стандарт халяль, считает Айнур Бергалин, председатель муфтий Духовного управления мусульман республики. Этот знак не защищен законом и может быть использован кем угодно, иногда просто как выгодный рекламный ход. По сути, спекуляция на вере. В Татарстане, например, на одном из мясокомбинатов умудрились поставить знак халяль даже на карбонат из свинины. Тема халяль, она очень острая. В магазинах мы можем увидеть пельмени мусульманские или колбаса мусульманская. И там состав смотришь, и там даже может быть свинина. Вводит людей в заблуждение. Это очень большая проблема и действительно может уже тянуть на оскорбление чувств верующих. Не все знают, что существует сертификат халяль. И такой документ означает не только соблюдение мусульманских религиозных традиций, но и выполнение ключевых требований санпинов. Отказом в сертификации может послужить, если кафе не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, то есть где-то грязь, где-то сотрудники не одеты должным образом, то есть если волосы например, скажем, вышли, то есть этот волос может упасть на продукцию, предприятие может потерять клиентов, и волосы человека являются харамом, то есть его нельзя есть. Добровольную процедуру сертификации сейчас проходит одно из крупных уфимских халяль-кафе. Ее проводит Эльнур Мухамедзянов, руководитель Центра развития индустрии халяль при Духовном управлении мусульман. По словам эксперта, здесь важно не только отсутствие свинины. Говядина, курица, баранина тоже может быть не халяльной, если не имеет ветеринарных документов или была забита без соблюдения канонов ислама. Проверяются составы даже кондитерских изделий, сыров и соусов. Скажем, вот пирожные, Мало кто знает, что в торты, в йогурты, в соки добавляют краситель кармин Е120. Это кошенил, самка насекомых. Входит в категорию харам ингредиенты, и он запрещен. Владелец кафе Ринат Хилажев признается, что, открывая халяль-заведение в центре Уфы, осознавал коммерческие риски. Во-первых, потому что халяльное сырье на 30% дороже обычного. Например, у той же курицы на птицефабрике другая технология выращивания и убоя. Ее кормят более качественными кормами, без мяса костной муки. А во-вторых, риск был связан с падением репутации халяль-предприятий как раз по вине недобросовестных владельцев. Мы делали фокус-группы, и когда мы у них спрашивали, что такое халяль, они говорили, какая-то не очень чистоплотная забегаловка. Мы очень хотим стать неким маячком и показать, как в общепите предприятия халяль должны работать.
Значение слова «халяль» – то, что дозволено, разрешено. В широком смысле халяльными могут быть любые товары и услуги, если они не противоречат канонам ислама. При этом, как показывают опросы, 80% потребителей таких продуктов – люди других вероисповеданий. И для них халяль – это чаще всего синоним качества. Халяль полезно, можно, разрешено. Такое все качественное, по совести все приготовлены продукты. Но я сомневаюсь, что во всех кафешках и магазинах, что именно соблюдаются вот эти традиции. Так что же такое халяль в Башкортостане? Знак качества или все-таки лишь выгодный маркетинговый ход? Насколько реально соблюдать эти принципы в общепитии в условиях промышленного производства? Мы решаем провести журналистский эксперимент. В одном из уфимских магазинов мясо халяль требуется лепщик пельменей. Меня, журналиста, берут на работу сразу, без единого вопроса. Не спрашивают ни санкнижку, ни трудовую, не выдают никакой спецодежды и сразу отправляют лепить пельмени. Здесь же, в крошечной подсобке магазина. Так, одно рабочее место здесь. Вот этот стол, тут холодильник. Мясо рубят тут же, за шторкой. Говорят, что говядину привозит частник из района. Она же идет на фарш для пельменей. Помещение сравнительно чистое, но смущает, например, единственная раковина, в которой моют все сразу. И руки после туалета, и посуду, и сырое мясо. Тесто замешивается в разбитом тазике, на котором висят куски пластмассы, готовые в любой момент отломиться и попасть в продукты. И когда это действительно происходит, хозяин не придает этому значения. Мусор куда выкинул? Мусор. Отломился кусочек от тазика. Ну, там оставили, потом... Зато владельца и его жену, которая стоит на кассе в магазине, больше обеспокоило то, что я вышла в торговый зал при клиентах. Очевидно, что производство полуфабрикатов здесь не афишируют. Сюда просто нельзя выходить. Понятно, ладно. Получается, мне вообще как бы не показываться, пока люди есть, не выходить. Ну да. Чтобы лишний раз не видели, что это. Да. На вопрос о проверках Роспотребнадзора хозяин ответил, что сотрудники ведомства в подсобное помещение не заходят. А то, что санкнижки, например, у меня нет. Ну, потом, если сработаемся. Ну, а так проверки не бывает? Тут, Проверки, если... Ну, проверка у меня будет завтра, так может быть. Роспотребнадзор. Я не знаю, сюда не должны зайти, конечно. За полдня я успеваю приготовить несколько сотен пельменей. Они идут на продажу в торговый зал по 320 рублей за кило. Также здесь готовят и продают манты, голубцы и другие полуфабрикаты без этикеток и маркировок. С клиентами обращаются вежливо, но лишь до первой претензии. Пенсионерку, осмелившуюся сказать что-то о цене, буквально выгоняют из магазина. Я вас отпускать даже не буду. Мне такие покупатели нужны. А в этот ресторан в центре Уфы мы приходим уже в качестве клиентов и сразу находим в меню шашлык из свинины. Нам сказали, что у нас халяль заведение. Баранина, конина, гусь. Это халяль. Все остальное не халяль. Я впервые вижу, чтобы в заведении халяль продавали свинину. Но у нас это единственная свинина из всего меню. Потому что есть гости, которые любят свинину. Фирменный магазин крупного мясокомбината. Здесь торгуют таким сервелатом под названием «Мусульманский», со значком, очень напоминающим слово «халяль». Однако уфимский преподаватель арабского языка Гаэлита Миньянова обратила внимание на ошибку. Там написано слово «аль-хиляль». Да? Вот здесь это мягкое «ха». И вообще это слово означает не «халяль», это слово совсем другое означает. По-арабски разрешено это «аль-халяль», то есть вот такая «ха». Да, видите, разница есть. Производитель совершил грубую языковую ошибку, перепутав буквы. То есть это такой первый симптом, на что мы обращаем, желая узнать, халяльное или не халяльное. Спрашиваем об этом сотрудника магазина. Я уточнил у своего начальства. Они сказали, у нас нет продукции халяль. Выглядит так, как значок халяль. Не кажется ли вам, что это вводит как бы в заблуждение? Нет. Я покупатель всех информирую. Но у нас эта продукция не халяль. Убойный цех в деревне Соколовка Давлекановского района сертифицирован по стандарту халяль. Здесь уверены, что соблюдать правила все-таки возможно даже на большом производстве. Забойщик Акмал Мамад Хаджаев, практикующий мусульманин. Намаз читает 5 раз в день, каждую неделю посещает мечеть. Рассказывает, важно, чтобы животное перед забоем не испытывало страха. Оно не должно видеть, как режут других. Погладим. Разговаривать надо с скотином, как будто типа разговариваешь. Но думают, люди не понимают. Да, ну, корова тоже все понимает. Поэтому надо чуть-чуть с ним полаской, и потом это, чтобы она не чувствовала, чтобы она уйдет на том свет. Это имеет значение не только с точки зрения гуманного обращения, но и влияет на качество мяса. Когда животное боится, в него в кровь выбрасывается большое количество адреналина, за счет этого мясо становится не таким вкусным.
Забой производится с молитвой и обязательно одним движением, поэтому специальные требования предъявляются даже к ножу. На предприятии постоянно находится государственный ветеринарный врач, который проверяет каждую тушу на наличие паразитарных заболеваний, опухолей. Работает и собственная лаборатория. Я делаю надрез, вскрываю лимфатические узлы, исключая инфекционные заболевания. Клеймо означает, что мясо прошло ветсанэкспертизу. В ближайшее время здесь планируют начать ставить еще одну печать о соответствии стандартам халяль. А это производство – настоящая мечта сладкоежки. Повсюду белые облака нуги, а в воздухе сладкий запах арахиса. Здесь варят халяльный рахат лукум. Чистота на производстве нас впечатлила. Все вокруг блестит как новое, хотя этот цех работает уже 8 лет. Кроме халатов и шапочек, мужчины-сотрудники используют даже специальные набородники. Здесь сейчас замешивается крахмал, вода и сахар. Это одно из немногих предприятий в республике, которое имеет сертификат халяль международного значения, что позволяет экспортировать рахат лукум в мусульманские страны. Халяль – это, я думаю, что это большой труд. Это в первую очередь ответственность перед Всевышним, перед другими людьми, мусульманами. Мы за это будем отвечать. И если ты называешь себя халяль, ты берешь на себя большой груз, большую ответственность. Анна Татриева – врач с высшим медицинским образованием, мама 2 детей. Говорит, халяль-питание правильное не только с точки зрения религии, но и полезное для здоровья. В нем не должно быть того, что вредит человеку. Химических добавок, алкоголя в любом виде. Молоко и яйца тоже могут быть не халяльными, если не сушек или корову кормили нечистотами. Нельзя есть мясо плотоядных животных, то есть хищников, хищных птиц и тех, кто, соответственно, питается плотью. Нельзя употреблять кровь. В принципе, халяль-еда – это достаточно просто, доступно, несложно, и каких-то больших ограничений для этого делать не нужно. У запрета на употребление свинины, который прописан в Коране, есть и научное обоснование, говорит врач-эндокринолог Лиана Усаинова. Например, высокий риск заражения мяса паразитами, свиным цепнем или трихинеллой, который не погибает даже после 3 часов варки. А в Германии провели интересный эксперимент на белых крысах. В течение года их кормили только свининой, после чего у грызунов были зафиксированы склонность к каннибализму, развитие раковых опухолей и кожные болезни. Свинья, допустим, кушает грязь, да? И свинья не потеет. И все токсичные вещества у него остаются в сале. А сало я рекомендую баранье, в котором как раз-таки будет концентрация жира, а наш мозг состоит из жиров. Важно не только качество халяля, но и количество съеденного халяля. Халяль-индустрия в республике не ограничивается только продуктами питания. В Уфе работает, например, сертифицированный халяльный отель. Статус халяль в гостинице подтверждается в каждом номере. Вот, например, здесь на потолке так называемая кибла, специальная стрелка, указывающая в сторону Мекки. Именно в этом направлении верующие совершают молитву. Здесь же и вся необходимая атрибутика: четки, молитвенный коврик, намазлык и, конечно, Коран. Развивается и такое направление, как халяль-туризм. Раздельные пляжи для мужчин и для женщин, отсутствие алкоголя, отсутствие дискотек. То есть все развлечения соответствуют нормам ислама. Подобный отдых предлагают отели в 33 странах, лидирует традиционно Турция. Причем выбирают их отнюдь не только мусульмане, но и те, кто хочет отдыхать без шума и пьяных компаний. Есть в Уфе и халяльный салон красоты, где мусульманок стригут только женщины в отдельном помещении. Существует даже оформление бровей по стандарту халяль. Лишние волоски не выщипываются, а просто обесцвечиваются. Мусульманочкам нельзя выщипывать брови. По хадисам пророка Мухаммада есть такие хадисы, которые запрещают нам делать это. Линда Биглова, известный в Уфе инстаграм-блогер, организует образовательные мероприятия для мусульманок. Сама девушка надела платок 6 лет назад. Говорит, с тех пор количество халяльных услуг в Уфе заметно выросло. Появилась, например, натуральная халяль-косметика на основе масел, без спиртов, парабенов и продуктов животного происхождения. И все же остаются предприниматели, которые недобросовестно используют этот знак. Когда вешают халяль там, где не халяль, это дискредитирует нас, мусульман. То есть я не хочу, чтобы мне было стыдно за то, что где-то кто-то отравился там, где висит значок халяль. Как считают в Духовном управлении мусульман республики, стандарт халяль должен иметь поддержку на законодательном уровне. Если ввести подпункт о маркировке халяль,
и о товарном соседстве халяль-продуктов, то мы бы смогли проконтролировать все заведения, которые маркируются под знаком халяль. На примере в Республике Кыргызстан они уже используют данную программу. Пока же в нашей стране соблюдение стандартов халяль остается только делом совести. Но, как говорят верующие, халяль – это бренд Всевышнего. И за нарушение авторских прав рано или поздно все равно придется отвечать.